Нам нужен качественный, хорошо упакованный продукт с конкурентоспособной ценой. По числу поголовья скота и птицы находимся на 4-м месте по стране, а по производству мясной продукции и мяса лишь на 13-м. По производству сахарной свеклы Татарстан стоит на 7-м месте. В республике работает 3 сахарных завода, но рафинированный сахар не производится. На заседании экономического совета Татарстана на тему о продвижении продукции предприятий агропромышленного комплекса Республики Татарстан на внутреннем и внешнем рынках, проводимом в Доме правительства Республики Татарстан, президент Рустам Минниханов высказал на сей счет конкретные мысли и внес предложения. Мы занимаем 4-е место в стране по производству скота и птицы. И в то же время мы занимаем 13-е место в стране по производству мясопродуктов, мяса. У нас колоссальные отрицательные салды по колбасным изделиям. Вывозим 1400 тонн, завозим почти 18 тысяч тонн за 9 месяцев от колбасных изделий. Мы являемся лидерами по надою молока, в то же время мы занимаем только 4-е место по производству молочных продуктов. Татарстан полностью обеспечен исходным сырьем, но 78% макаронных изделий, а также 90% фруктовых соков и консервированных овощей завозятся со стороны, отметил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. По мнению президента, самое важное – необходимо повысить качество продукции. Мы занимаем 7-е место по валовому сбору сахарной свеклы. В республике 3 сахарных завода, однако отсутствует производство рафинированного сахара. В то же время есть положительный пример. Решение о создании ягодного кластера, более 500 гектаров. Таких программ должно быть много, мы их должны поддерживать. Надо находить предпринимателей, которые способны решать эти задачи. Хотя многими видами продукции нас обеспечивает республика, столько же мы завозим со стороны, отметил во время своего выступления министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Ахметов. А для увеличения производства есть возможности. В Татарстане не работают примерно половина колбасных производств, не производится сгущенное молоко, хотя в республике есть и молоко, и сахар. Далее совещание продолжил глава района и города Равиль Кузюров. Нужно начинать производство у нас, пока в районе оно неудовлетворительно, отметил глава района. Мы живем все в рублевой зоне, нас не должно пугать эти скачки. Не надо думать о больших вложениях, надо поэтапно делать. Безусловно, население отдает большое предпочтение продукции, произведенной в Татарстане. Наша качественнее и полезнее для здоровья людей.